На База ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Узкое пространство войны. В Абхазском государственном драматическом театре премьера спектакля «Эшелон». Защита экологии и экономия бюджета столицы. Идет расширение устья реки Адзабш. Ампахщана. Астамур Квициния подготовил для маленьких зрителей мультфильм на стихи Гунды Квициния. В городе Дюздже, Турция, 23 ноября состоялся съезд Федерации абхазских культурных центров. Большинством голосов делегатов съезда новым руководителем Федерации был избран ветеран Отечественной войны народа Абхазии Иуаз Атрышба. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил по телефону Иуаза Атрышба с избранием руководителем Абхазфеда и пожелал ему успехов в работе. Когда Абхазия была в опасности, вы встали рядом со своими братьями и с оружием в руках защищали свою родину. Уверен, что вы также добьетесь больших успехов на посту руководителя Федерации абхазских культурных центров, сказал глава государства. Гунба также пообщался по телефону с другой кандидаткой на пост руководителя Абхазфеда Илиф Тапш Маршан и поблагодарил ее за работу. Бадра Гунба пригласил Иуаза Атрышба и Илиф Тапш Маршан в Абхазию. Печальная весть. Накануне скончался Никита Симонян. 12 октября легендарный футболист отметил свое 99-летие. Никита Симонян родился в 1926 году в Армавире, а в 30-е годы его семья переехала в Сухум. И в сухумском «Динамо» началась его футбольная карьера. Он сыграл 160 матчей и забил 160 голов за «Спартак», провел 20 игр за сборную СССР, стал олимпийским чемпионом по футболу. Симонян удостоен множества государственных наград в Абхазии и России. Он кавалер ордена Аксапша второй степени, а 10 октября был удостоен звания Героя труда России. Президент Абхазии Бадра Гунба выразил соболезнования семье Никиты Павловича Симоняна в связи с его кончиной. В телеграмме соболезнования главы государства, в частности, говорится: «С глубокой болью узнал об уходе человека, который был особенно дорог всем нам в Абхазии, не только как выдающийся футболист и тренер, но и как человек, чье детство прошло в Сухуме и чья судьба навсегда осталась связана с нашей страной». Именно в Сухуме он сделал свои первые шаги в футболе, был одним из лучших игроков легендарной команды «Динамо» Сухум. И куда бы ни привела его дальнейшая жизнь, какую бы спортивную высоту он ни покорил, а его имя заслуженно стало легендарным, Никита Павлович всегда помнил об Абхазии. Он неизменно с теплотой говорил о Сухуме, интересовался судьбой Абхазии и поддерживал связь со своими корнями. Конец цитаты. Продолжаем выпуск. Параметры республиканского бюджета подробно обсудили в ходе расширенного заседания Комитета Народного собрания по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам под председательством Беслана Халваш. В заседании приняли участие спикер парламента Алаш Ашуба, депутаты, министр финансов Саид Губаз, его заместитель Ирма Амичба, министр экономики Тимураз Мекваби, министр по налогам и сборам Эдгарбения, зампредседателя контрольной палаты Зураб Оторба, представители Государственного таможенного комитета и руководители внебюджетных фондов. В соответствии с повесткой дня заседания был рассмотрен проект закона о республиканском бюджете на 2026 год. Комитет принял решение рассмотреть данный законопроект на ближайшем заседании сессии парламента для принятия его в первом чтении. В рамках заседания были рассмотрены проекты закона по бюджете государственных внебюджетных фондов на 2026 год. Также участники заседания рассмотрели проекты законов о внесении изменений в закон республики о бюджете фонда репатриации на 2025 год и о внесении изменений в закон республики о бюджете фонда социального страхования и охраны труда на 2025 год. По итогам обсуждения комитет принял решение вынести все рассмотренные законопроекты на очередное заседание сессии Народного собрания для принятия их в первом чтении. Минюст Абхазии сообщает, в связи с распространением в сети интернет-сведений о возможной подделке бланков строгой отчетности при удостоверении договоров купли-продажи недвижимости, Министерством юстиции была незамедлительно проведена служебная проверка.
По ее результатам в деятельности государственного нотариуса Государственной нотариальной конторы номер 9 города Сухум были установлены нарушения действующего законодательства республики. Выявленные обстоятельства свидетельствуют о необходимости проведения правового анализа на предмет наличия в действиях указанного нотариуса признаков состава уголовно наказуемого деяния. В связи с этим материалы служебной проверки в полном объеме направлены в Генеральную прокуратуру Абхазии для их оценки и принятия соответствующего процессуального решения. На сегодняшний день государственный нотариус Государственной нотариальной конторы номер 9 города Сухум освобожден от занимаемой должности. Министерство юстиции республики подчеркивает недопустимость нарушений законодательства в нотариальной сфере и гарантирует применение жестких исчерпывающих мер для недопущения подобных инцидентов, обеспечения защиты прав граждан и сохранения доверия к институту нотариата. Напомним, 20 ноября на канале Абаза ТВ мы показали репортаж о том, что суд города Сухум начал рассмотрение дела по иску Тенгиза Казанба о признании сделок купли-продажи его квартир недействительными, так как, согласно иску, они были совершены по подложным доверенностям. Арестован третий подозреваемый по делу о стрельбе в Сухуме. 45-летний Мхаз Агарба был задержан 19 ноября по подозрению в покушении на убийство общеопасным способом и причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. В результате стрельбы, произошедшей 11 ноября на улице Гумской в Сухуме, были ранены 5 человек, один из них позже скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело. Сухумским горсудом ранее также арестованы Шарат Джикерба и Астамур Шинкуба. Крупную партию наркотических веществ изъяли на таможенном посту ПСОУ. 18 ноября в ходе реализации оперативной информации сотрудники провели досмотр транспортного средства марки Toyota Brevis с государственным регистрационным знаком Т-030РР АБХ, которым управлял гражданин Республики Абхазия Касланзе Адгур Сергеевич, 1968 года рождения. При досмотре транспортного средства за водительским сиденьем на коврике была обнаружена сумка, принадлежащая гражданину Касланзе. Гражданин Касланзе пояснил, что в 3 обнаруженных в сумке свертках содержится наркотическое вещество метадон, которое он приобрел в Санкт-Петербурге для личного потребления и ввез на территорию Абхазии. Гражданин Касланзе водворен в ВВС МВД. Кроме того, 18 ноября сотрудники задержали в зоне таможенного контроля на пешеходной линии в направлении импорт гражданина Абхазии Аршба Астамура Астамуровича, 1991 года рождения, проживающего в городе Сухум на улице Басария. При личном досмотре Аршба добровольно выдал из своей черной сумки полиэтиленовый пакет, в котором находился фольгированный сверток со светлым веществом. Аршба пояснил, что в свертке содержится наркотическое вещество метадон. Гражданин Аршба помещен в ВВС МВД Республики. Администрация Сухума обеспечит питьевой водой граждан, проживающих в зоне обрушавшегося 24 ноября водного резервуара. На резервуаре на улице Братьев Зонтария произошло ЧП. В результате схода грунта обрушился резервуар, обеспечивающий питьевой водой часть города Сухум. В помещении, где располагается узел, соединяющий выход из резервуара с питающими трубами и подающими питьевую воду в город, произошел сход грунта, и одна из стен помещения сломалась. Весь узел был обрушен, рассказал начальник управления городским хозяйством администрации Сухума Руслан Авицба. Он отметил, что службы водоканала оперативно принимают все необходимые мероприятия для устранения чрезвычайного происшествия. Мы сейчас находимся на резервуаре на улице Братьев Зонтария. Здесь в помещении, где располагается узел, соединяющий выход из резервуара с питающими трубами и подающими их питьевую воду в город, произошел сход грунта, в результате чего одна из стен помещения узла была сломана, и, соответственно, весь узел в результате этого схода полностью был обрушен. В настоящий момент службы водоканала оперативно принимают все необходимые мероприятия для устранения данного чрезвычайного происшествия. Сегодня с утра занимались прокладкой
подъездных путей для того, чтобы тракторная техника могла подъехать к этому месту и начать какие-то работы. Значит, планируется в срочном порядке установить на оборванные концы труб задвижные элементы для того, чтобы исключить дальнейшую утечку воды. Сложность работы обусловлена прежде всего труднодоступным местом подъездных путей, стесненными условиями, плюс еще ко всему прочему есть угроза повторного схода, поэтому будут приниматься все меры для того, чтобы обезопасить прежде всего работы и, соответственно, восстановить все повреждения. Работа ориентировочно займет 3-4 дня. Значит, чтобы люди не оставались без питьевой воды, администрация принято решение доставлять воду населению. Значит, будет организовано определенное место. Это улица Дырмановского. На ней, значит, будет стоять машина завтра с 11 утра. Значит, всем, кому необходимо наполнить емкости питьевой водой, могут подойти к этой машине и свои емкости, которые могут принести с собой, они будут наполнены. Пример взаимовыгодного сотрудничества показывают городские коммунальные службы и госпредприятия. Это расширение устья реки Адзапш, часть Гравия, откуда идет на ремонтные работы. Так, рутинные мероприятия защищают экологию города и экономят бюджет столицы. Подробности у Марианны Котовой. До 15 тысяч тонн гравия, согласно заключению Госкомитета по экологии, можно выбирать из устья реки Адзапш без ущерба для природы. Как говорят специалисты, делать это периодически необходимо, так как обмеление этого участка косвенным образом способствует разливу реки в период обильных осадков. Кроме того, углублять дно на этом участке необходимо и для судоходства. Дело в том, что Адзапш сносит инертный материал и заполняется во время штормов, и море этот же инертный материал обратно в этот маленький залив. И потому там создается некая такая преграда для прохождения кораблей. Поэтому периодически гравий с этой косы забирают с помощью спецтехники. Запланирован ряд мероприятий. Это текущая работа, которая в данном конкретном случае рассчитана на расчистку косы западного мола. То есть и этот грунт, соответственно, перемещается на территорию восточную часть мола. Эти все работы необходимы для того, чтобы в дальнейшем будут проводиться и дноуглубительные работы в этом районе, для того, чтобы обеспечить необходимые безопасные условия для работы функционирования грузового района порта. Соответственно, материал, который извлекается, он размещается на территории части и использоваться будет в дальнейшем на территории для нужд порта. Часть материала была передана для нужд МУП «Водоканал». И работы практически завершены, остаются финальные какие-то штрихи. Обычно выбранный гравий выбрасывается обратно в море или же переправляется на другую сторону мола. В этот раз часть гравия отдали для ремонтных работ администрации столицы. Добытый материал сейчас складируется по просьбе руководства администрации для отсыпки улицы Басария. А вообще, конечно, изымаемый материал необходимо отвести вглубь и туда забрасывать. В результате этих мероприятий экологических рисков нет абсолютно никаких. Это идет обычная, рутинная работа морского пароходства. Этим гравием безвозмездно пользуется Сухумский водоканал. Вот так выглядит перевалочный пункт. Отсюда грузовыми машинами он забирается на объекты, которые нуждаются в инертном материале. Марианна Котова, Сосрык Вагухава, Абаза ТВ. Уполномоченный по правам ребенка Республики Абхазия, директор КБФ Ашана Мактина Джинджоли, находящийся с рабочей поездкой в Москве, и административный директор организации «Справедливая помощь» доктора Лизы Ксения Плоткина посетили образовательный центр «Созвездие» в Красногорске. Целью визита стало знакомство с уникальным многолетним опытом работы центра, который уже более 20 лет успешно реализует инновационные образовательные и развивающие программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Гостям провели подробную экскурсию по отделениям «Созвездия», рассказали об истории его создания и путях развития,
По словам детского омбудсмена, этот визит дал возможность изучить успешный опыт, который может быть адаптирован и применен в работе детских реабилитационных и образовательных учреждений республики для детей с инвалидностью. Подобный обмен лучшими практиками является ключевым элементом в развитии системы защиты прав ребенка, отмечает Джинджолия. Свой 60-летний юбилей 24 ноября отмечает доцент кафедры абхазской литературы АГУ, заместитель директора Центра нартоведения и полевой фольклористики, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Адгур Патович Какоба. Юбиляра от имени ректората, профессорско-преподавательского состава и студенческого сообщества поздравил ректор АГУ, академик Олег Угварамия. В поздравлении ректора, в частности, отмечается: пройдя путь от лаборанта кафедры абхазской литературы, работая помощником ректора АГУ до доцента и занимая более 5 лет должность министра образования республики, вы внесли значительный вклад в развитие гуманитарной науки и дела просвещения страны. В настоящее время вы успешно работаете доцентом кафедры абхазской литературы и заместителем директора Центра нартоведения и полевой фольклористики АГУ, являетесь членом коллегии Министерства просвещения. Мужество, проявленное вами в годы Отечественной войны народа Абхазии, отмечено орденом Леона. Ваш высокий профессионализм и безупречная порядочность служат ориентиром для коллег и студентов. Конец цитаты. Делегация Абхазского государственного университета завершила официальный рабочий визит в Московский государственный университет имени Ломоносова. В течение 2 дней представители АГУ приняли участие в серии научных, культурных и образовательных мероприятий. Тему продолжит Аристид Каракасиди. Первым событием в ходе официального визита абхазской делегации стало торжественное открытие фотовыставки «Абхазия – страна души», которая прошла в Шуваловском корпусе факультета политологии Московского государственного университета. На следующий день преподаватели АГУ провели лекционный день. Они выступили с докладами о геополитической истории Абхазии, туристическом потенциале республики и роли России в становлении современной абхазской государственности. Добрый день, уважаемые коллеги и студенты, это тоже наши коллеги, будущие коллеги. Рада вас приветствовать сегодня. Это очень знаковый день для нашего университета, когда преподаватели нашего вуза имеют возможность читать лекции в одном из самых лучших вузов мира, в МГУ, на замечательной кафедре факультете политологии. Коллеги из МГУ отметили, что подобные встречи помогают по-новому взглянуть на роль Абхазии в современных процессах. В многополярном мире нет великих и невеликих держав. В многополярном мире все общение строится по сетевому принципу. И Абхазия, которая, возможно, территориально не так велика, но она очень значима. Она предельно значима и для России, и для нашего университета. Завершилось мероприятие познавательной викториной по материалам лекций. Главный приз – 5 путевок на отдых в Абхазии летом следующего года был предоставлен Министерством туризма республики. Победителями стали 10 студентов факультета политологии МГУ. Было невероятно интересно. Спасибо большое Абхазскому государственному университету и непосредственно его руководителям. Финальным акцентом визита стал круглый стол «Абхазия и Россия. Новый этап международного сотрудничества». Представители университетов обсудили стратегическое направление партнерства, роль молодежи в укреплении связи и результаты новых социологических исследований. Аристид Каракасиди, Абаза ТВ. Круглый стол памяти Станислава Лакоба, государственного и политического деятеля Абхазии, историка и литератора, состоялся 20 ноября в Абиги. Участники встречи поделились размышлениями об исторических и литературных работах Станислава Лакоба, а также воспоминаниями из личного общения с ним. В завершении мероприятия был представлен отрывок из архивной записи с участием самого Станислава Лакоба, где он рассказывает о своих научных исследованиях и поэтическом творчестве. Полную видеоверсию круглого стола смотрите в нашем вечернем эфире. Ректорат Абхазского государственного университета и профессорско-преподавательский состав филологического факультета с прискорбием сообщают, что на 74-м году жизни скончалась кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка АГУ Шалдуга Надежда Васильевна. Область ее научных интересов охватывала лингвистику, историю русского литературного языка, синтаксис, диалектологию и инновационные технологии в преподавании.
Она активно участвовала в научных конференциях и курсах повышения квалификации в Москве, Ростове, Ставрополе. Ректорат, профессорско-преподавательский состав и коллектив Абхазского госуниверситета, кафедра русского языка и общего языкознания выражают глубокие соболезнования родным и близким покойной. Светлая память о Надежде Васильевне, ее профессионализме, преданности делу и вкладе в развитие филологической науки и образования Абхазии навсегда останутся в сердцах коллег, студентов и всех, кто ее знал, отмечается в траурном адресе. Еще один абхазский мультфильм на стихи поэтессы Гунды Квициния. Астамур Квициния подготовил для маленьких зрителей мультфильм «Ампахщана». Он был презентован в пятницу в зале Госфилармонии. Фильм создан при поддержке Фонда развития абхазского языка. Подробности в материале Фаины Матуа. Ампахщана. Аԥсуа мультфильмқәа рхыԥхьаӡараҿы иацлеит даҽа мультфильмк. Гунда Квициниа лҩымҭа иалху амультфильм Ампахьщана аус адиулеит шьҭа зусумҭақәа рҿы лассы-лассы аԥсуа хәыҷқәа ирыдызгало Асҭамыр Квициниа. Гәырӷьара мшуп сазыҳәан аус адызулаз амультфильм ацхыраара азырзыҳәан иахьа апрезентациа ҳцоит амультфильм ҿыц ари афбатәи мультфильмуп са спроектқәа рҟынтә иаҳәозар афбатәи мультфильмуп ари амультфильм иабзоурахеит аҳәынҭқарратә бызшәатә политика азы аҳәынҭқарратә еилакы ацхыраара исырҭаз ала аҟаҵара иара амультфильм ажәеинраалан ицоит авторски дамоуп Гунда Квициниа-ԥҳа ажәеинраала автор Зина Нсылҭа брыжьа сюжет иалхны амультфильм аҟаҵара иҟасҵеит, избанзар иара ари ахьакәзам ашәҟәны иҟалахьан абри амультфильм шәҟәны иҭысххьан иара аиллюстрациа ҳасабла. Ус иалҵуеит иҟасахьоу амультфильмқәа шәҟәны иҟақәаз абас иҭысхқәаз сгәы иҭыхон абарҭ амультфильмнраҟаҵара. Ампахьщана мультфильм абжьахарҵеит Сырби Сангәлиа, Џьамбул Џьардания, Нарсоу Абыхәба, Милана Ламиаԥҳа. Ирацәоуп убыс нас гәык-ԥсык ала исывагылоз иацыцхрааз иара амультфильмқәагьы уаанӡа иҟаз иубартә иҟоуп ахәыҷқәа ргәаҿынӡа ишнеиуа иахьагьы ҳбоит иаара аӡыргара шааҳамҵаӡагьы ирацәаҩны ахәыҷқәа ааит гәык-ԥсык ала иахәаԥшырц амультфильм жәа-минуҭк ицоит ари амультфильм аха ари аҿы нас макьана сгәы иацрыхо асиужетқәа ыҟоуп. Аԥхьаҟа иаҳа инеиҵыхны амультфильмк сгәы иҭоуп аҟаҵара, ус адулара саҿуп, иаҳа изыргәырӷьашо. Ианхон қыҭак џьара ҭакәажәыки лагажәыки, урҭ ирыман цәыки-жәыки, урҭ ирыман ҳәыски-сыски, урҭ ирыман рбаӷьки-кәтыки, урҭ ирыман кәҷышьк-шьышьык, урҭ ирыман мбахшьык. Жәа-минуҭ ицоз амультфильм аинтерес ду рыманы иахәаԥшит уи аӡыргара зҽалазырхоз ахәыҷқәа. Аҭаҳмада иҿы иӡәӡәон, аҭакәажәгьы лҿы лыӡәӡәон. Убри акәын еимактәыз шьыжьы инаркны урҭ зжәыз. Уи еимаркны, еимдырххон, раԥхьа зҿыз або ҟарҵон. Апроект адгылара азҭаз аԥсуа бызшәа аиқәырхаразы абызшәатә политика аусбарҭа аусзуҩцәа еснагь адгылара арҭоит ас еиԥш иҟоу апроектқәа. Абас ҩнызқь жәаҩа шықәсаҿы иҭыҵит абҩыза ашәҟәы Ампахьщана захьӡыз, убри убысҟан аҭакақәа ҭихит Асҭамыр Квициниа, жәашықәса еиҳаны иҵеит, убри нахыс уажәшьҭа рыԥсы ҭаиҵеит, аԥсы рхеиҵеит аперсонажқәа. Ампахьщана ахҭысқәа ари ҟалеит аԥсуа қыҭаҿы ҭакәажәыки лагажәыки рҭаацараҿы. Ирыман цәык-жәык сыск, ирыман рбаӷь-кәтык, ирыман кәҷышьк ҳәыск-шьышьык, ирыман уампахьщык. Ирыман цәык-жәык сыск, ирыман рбаӷь-кәтык, ирыман кәҷышьк ҳәыск-шьышьык, ирыман уампахьщык.
Амультфильм аӡыргарашьҭахь еизаз ахәыҷқәа зегьы рнапаҿы ирыҭан абызшәатә политика иаҭыжьымҭо аԥсуа жәабжьқәа зну ашәҟәқәа. Жителей и гостей Абхазии ждет премьера спектакля «Эшелон» в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба, поставленного по пьесе Михаила Рощина. Постановка Мадины Аргун обращается к теме выживания и взаимоподдержки в условиях, когда привычный мир вокруг рушится. Спектакль создан при поддержке Российского фонда культуры. Подробнее в материале Алисы Адлиба. Спектакль «Эшелон» посвящен 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Режиссер-постановщик, заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. Пьеса Михаила Рощина «Эшелон» знаменита и востребовательна многими российскими театрами. Это история о судьбе людей, столкнувшихся с войной, волею случая попавших в одну теплушку поезда. Сынцәа ҳазҭагылоу ашықәс ԥшьеиниа жәашықәса Џьынџьтәылатәи аибашьра дуӡӡа еилгеижьҭеи убри арыцҳа азгәарҭоит адунеи зегьы. Атеатргьы иаӡбеит убыс темак абри Џьынџьтәылатәи аибашьра изку атема шьҭаҳхырц. Ҳара ҳхықәкы фонд культуры ҳәа иҟоу Урыстәыла убригьы адгылара азыруеит. Спектакль репетициақәа ҳрылагеит, нас уажәы ахәаԥшҩы идаҳгалоит. Доусу иара ихатә ҭоурых, ҳабдуцәа рабацәа убырҭ злахоз еибашьроуп ари ҳаҩсыз адунеи зегьтәи аибашьра. Убри аҟнытә иаликаауа, ахәаԥшҩы иаликаауа ихатә ҭоурых иреиӷьу труп ыҟамзар ҟалап. Убри аҟнытә саргьы дара срыцклаԥшны, дара сара исыцклаԥшны убыс ҳажәа ҳҳәоу, аҿкьаратә ҳәоу еибыҭаны амҩа ҳақәуп. В пьесе очень подробно описаны персонажи, герои, каждый со своей судьбой, и то, как война отражается на той или иной семье, женщине, ребенке, подростках. Место действия – это узкое пространство, эшелон, где зачастую возникает недопонимание между людьми. Спектакль инасыгцо персонажа Нина Лыхцуп, Лычкун Илари, Лычкун гида дыхоп, Лычкун жохшук сароп и хоцва ханас теглаза шишала за нипе, долзым пшцак айбешрех долцот. Пьеса дара угацанце инеует. Эшелон же абри аибашьра хлымӡаах иеизнагаз аწყаӡ змоуа иҟоуп абырг абарҭ зегьы аџьамыӷәақәа зегьы рыхганы уа иҟалеит аԥсыҭбара, уа иҟалеит ачымазара, аиааира шаҳго ҳдыруеит ҳәа игәыӷны, агәыӷра мырӡыкәа, нас исимволтәхеит аҵыхәтәаны ахәыҷы диуеит. Уи нас аԥсҭазаара ԥхьаҟа ацара иасимволны алеит. Совершенно разные, растерянные и хранящие надежду. Они жадно проживают каждое мгновение жизни, стараясь сохранить самое главное – человечность. За 2 недели перед глазами проходит целая жизнь. Как сам автор сказал, эта пьеса посвящена всем тыловикам, всем матерям, рассказала Мадина Аргун. Роль Есенюк, вы абри эшелон иахылаԥшуа аешелон аҟны. Аешелон менызгоиоуп, аҭыԥ аҟынӡа инеиаанӡа иахылаԥшуа. Иара ицуп ауаа, реиҳараӡак аҳәса, хәыҷык рҟазшьа бзиаӡам азыҳәан зны-зынла ацәаныррақәа изцәырҵуеит драцәҳарц аҟынӡа, избанзар аешелон аҟны иҟоу ауаа иазгӡом азыҳәан ауаа ҭрыжьлаӡом ирацәаны. Ҳәарада иҟан нас ҩынҩажәактәи, ҩынҩажәахәбатәи ашықәсқәа раан аибашьра иалиааз хҭысуп иара. Убри аҟынтәи убри еилукаароуп, агәылара даараӡа ицәгьан. Премьера пьесы «Эшелон» проходит 24 и 25 ноября в 19:00 в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба. Билеты можно приобрести в кассе театра. Алиса Адлиба, Абаза ТВ.
21 и 22 ноября в Сухуми на сцене Русдрама состоялась очередная громкая премьера – чеховская «Чайка» в постановке режиссера Романа Кочержевского. Эта постановка описывается как спектакль событий, спектакль откровения, что подчеркивает ее важность для театра имени Искандера и для всей культурной жизни страны. Наша съемочная группа встретилась с известным режиссером театра имени Ленсовета, чтобы поговорить о премьерах в Сухуми, особенностях работы с труппой Русдрама и не только об этом. Спецрепортаж Рады Чичава смотрите после выпуска новостей. Эмиру Кустурице подарили абхазские банкноты. Сувенир от Банка Абхазии режиссеру вручили организаторы фестиваля «РТ-ДОК. Время наших героев». Мероприятие проходило в Абхазии 18-19 ноября, а 22-23 ноября в Сербии. Свое пожелание на одной из банкнот оставил председатель Нацбанка Беслан Барателия. Он поздравил Кустурицу с днем рождения и пригласил в республику. Культурные анонсы. 25 ноября в 18:00 в Абхазской госфилармонии имени Гумба состоится юбилейный концерт, посвященный 95-летию Сухумского музыкального училища имени Чичба. В программе принимают участие студенты и выпускники музыкального училища, Государственный камерный оркестр Абхазии, Государственная хоровая капелла республики и Липецкий симфонический оркестр. 27 ноября в Государственной филармонии имени Гумба состоится итоговый концерт «Созвездие талантов» с участием лауреатов мероприятий, проведенных Центром имени Ивана Кортуа в 2025 году. В программе массовые народные эстрадные танцы, фольклорные эстрадные песни, авторские, бардовские, а также инструментальные и музыкальные композиции, сольные и парные танцы народов Кавказа. Начало концерта в 18:00. О спорте. Команда Абхазии заняла первое место в командном зачете в международном турнире по профессиональному домино памяти первого президента Федерации домино Республики Артура Габуния, сообщает Госкомспорт. В состав команды входили Алмаз Габуния, Инал Аргунса, Идашуба и Инал Какоба. На втором месте команда Венесуэлы. Инал Гаделия стал победителем 9-х международных соревнований Гран-при по спортивному самбо Кубок Раиса Республики Татарстан. Гаделия выступал в весовой категории плюс 98 килограммов и в финале одержал победу над российским спортсменом Асланом Джоевым. Рахман Напиджев и Мурат Аров завоевали бронзовые медали турнира. Соревнования прошли 23 ноября в Казани во Дворце единоборств «Акбарс». В турнире приняли участие более 140 спортсменов в 21 весовой категории из 8 стран. Это Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Абхазия, Армения и Россия. Сейчас о погоде. Во вторник, 25 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление повышенное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 8 до 13, днем от 12 до 17 градусов. Температура морской воды 16 градусов, волнение морской воды умеренное и слабое, относительная влажность воздуха от 50 до 70%. На этом выпуск завершен. Оставайтесь вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.